В Таджикистане отмечается сокращение выручки от экспорта электроэнергии. В духе дружбы и добрососедства Жапаров о делимитации границы с Таджикистаном. Китай предоставит безвозмездную помощь в 3,72 миллиарда долларов странам Центральной Азии. Human Rights Foundation призывает власти Таджикистана к безоговорочному освобождению Ульфат Хоним Маматшоевой. Таджикистан за первые 4 месяца текущего года экспортировал электроэнергию на сумму около 9,7 миллионов долларов. Об этом сообщает статведомство страны. Отмечается, что это почти на 33% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда за поставки электричества соседям было выручено почти 14,5 миллионов долларов. Существенное сокращение поступления от экспорта электроэнергии произошло в апреле этого года на 66%. Это более 2,1 миллиона долларов. По некоторым официально неподтвержденным данным, это произошло за счет уменьшения объема поставок в Афганистан из-за неоплаченных задолженностей электроэнергетической компании «Афганистан Бречный Шеркат». Соответствующие структуры Таджикистана воздерживаются от предоставления информации относительно задолженности ДАПС, накопленной за счет полученной электроэнергии. Последний раз данные по этим задолженностям представители СМИ получили от руководства Барки Тоджик летом прошлого года. Тогда говорилось, что объем задолженности сократился за полгода на 5 миллионов долларов с 33 миллионов долларов в начале 2022 года до 28 миллионов долларов в начале июля прошлого года. Впрочем, на это указывают также данные по товарообороту между двумя странами, большая часть которых состоит из экспорта таджикской электроэнергии. В январе-апреле объем таджикско-афганского товарооборота упал почти на 60%. По данным Барки Тоджик, Таджикистан в рамках заключенных договоренностей поставляет электроэнергию в Афганистан круглогодично, но в ограниченных объемах в осенне-зимнем периоде и в Узбекистан, только в весенне-летний период с мая по август. Это связано с тем, что в осенне-зимний период электричества не хватает даже для обеспечения внутренних потребностей. Летом же республика располагает большими излишками водно-энергетических ресурсов, часть которых на ГЭС сбрасывается в холостую. Накануне 18 мая Минэнерго Узбекистана сообщила о начале сезонного импорта электроэнергии из Таджикистана. Известно, что с 2018 года действует практика экспорта электроэнергии, произведенной в летний мелиоративный период в Узбекистан, что в свою очередь служит увеличению стока природных вод, поступающих в водоемы нашей страны, говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с этим, а также в целях поддержания баланса энергетических и водных ресурсов нашей республики и обеспечения потребителей электроэнергии 12 мая 2023 года между АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и компанией Барки Тоджик подписано соглашение на поставку электроэнергии в период май-сентябрь текущего года. В АО «Национальные электрические сети Узбекистана» уточнили, что между компанией и Барки Тоджик было заключено соглашение и подписан договор на импорт электроэнергии в мае-сентябре 2023 года в объеме 1,285 миллионов киловатт-часов. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что Бишкек настроен вести работу с Таджикистаном по решению вопросов делимитации и демаркации государственной границы в духе дружбы и добрососедства. Кыргызстан с момента обретения государственной независимости придерживается миролюбивой политики и проявляет конструктивный подход при решении вопросов пограничного урегулирования, сказал Жапаров, выступая на первом саммите Центральная Азия-Китай в китайском городе Сиане. Он подчеркнул, что Кыргызстан с КНР и Казахстаном успешно завершили делимитацию и демаркацию государственной границы. Совместно с Узбекистаном завершен вопрос делимитации границы. Сейчас мы с узбекскими коллегами активно работаем над завершением демаркации границы. В таком же ключе готовы работать с Таджикистаном, отметил глава Кыргызстана. Садыр Жапаров заявил также, что страны Центральной Азии и Китай активно работают в рамках Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, по инициативе Ташкента успешно заработала консультативная встреча глав государств Центральной Азии, пятую встречу которой планируется провести в Душанбе осенью этого года.
В конце декабря прошлого года президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о своем намерении завершить работы по уточнению кыргызско-таджикской границы к маю 2023 года. Однако 17 апреля в интервью государственному изданию «Кабар» глава Кыргызской республики заявил, что продвижение вопроса границы с Таджикистаном есть, но работа ведется очень медленно. Пекин предоставит центральноазиатским государствам финансовую поддержку и безвозмездную помощь на 26 миллиардов юаней. Это около 3,72 миллиардов долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпинь в своем программном выступлении на саммите Центральная Азия Китай, сообщает издание Хинхуа. Для укрепления потенциала развития Китай разрабатывает планы сотрудничества со странами Центральной Азии в области сокращения бедности с помощью науки и технологий. Предприятия, финансируемые Китаем, будут поощряться к созданию большого числа местных рабочих мест. Китай предоставит 26 миллиардов юаней для финансовой поддержки и безвозмездной помощи странам Центральной Азии, сказал он. Си Цзиньпинь заявил, что Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал. Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить потенциал их правоохранительных органов в области безопасности и обороноспособности, а также поддерживать страны в их усилиях по поддержанию региональной безопасности и борьбе с терроризмом, сказал он. Си Цзиньпинь также отметил, что Китай продолжит играть роль в координационном механизме соседей Афганистана, содействует мирному восстановлению Афганистана. Председатель КНР заявил, что Китай готов активизировать обмен концепциями и практикой модернизации со странами Центральной Азии, синергизировать стратегии развития и прилагать совместные усилия для содействия модернизации 6 стран. Саммит Китай-Центральная Азия 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпиня. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркмении Сердар Бердымухамедов. Фонд по правам человека Human Rights Foundation – международная правозащитная организация, возглавляемая бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым, 18 мая этого года, в первой годовщине ареста журналистки правозащитницы, уроженки Горно-Бадахшанской автономной области Ульфатхоным Маматшоевой и ее бывшего супруга, бывшего полевого командира оппозиционных сил и советника командующего погранвойск Таджикистана генерала Холбаша Холбашева, решительно осудила их арест и фиктивный судебный процесс и призвала власти Таджикистана к их безоговорочному освобождению. Сегодня исполняется год с момента несправедливого ареста известной таджикской журналистки Ульфатхани Маматшоевой и ее бывшего мужа Холбаша Холбашева. Им были предъявлены обвинения в связи со смертоносными майскими протестами в Горно-Бадахшане, и вскоре после этого они были принуждены к даче ложных показаний, показанных по телевидению. В декабре 2022 года Верховный суд Таджикистана за закрытыми дверями рассмотрел дело Маматшоевой, которое многие наблюдатели осудили как политически мотивированное. Она получила 20-летний срок заключения. Холбашеву дали пожизненный срок. Маматшоева – правозащитница из Горно-Бадахшанской автономной области и представительница памирского меньшинства. Будучи независимым журналистом, она сотрудничала с известными средствами массовой информации и выступала за права детей и женщин через свою неправительственную организацию «Честь и совесть». Фонд по правам человека решительно осуждает арест и фиктивный судебный процесс над Маматшоевой и Холбашевым и требует их немедленного и безоговорочного освобождения. Их случай является примером ужасной и ухудшающейся ситуации с правами человека в Таджикистане и должен получить надлежащую международную реакцию, говорится в опубликованном заявлении фонда. Ульфатхоным Маматшоева была задержана в квартире в Душанбе утром 18 мая 2022 года, сразу после начала спецоперации против протестующих в Рушанском районе Гбао, где были убиты около 30 человек. В тот же день ее бывший супруг генерал Холбаш Холбашев был задержан на линии границы в Исфаре сразу после возвращения из сельского джамаата Варух, где он находился в служебной командировке и откуда его срочно отозвали, чтобы задержать и привезти в Душанбе.